Начинаем торжественную церемонию возложения цветов памятнику выдающемуся сыну якутского народа, основоположнику якутской советской литературы, поэту, прозаику, драматургу, видному общественному и государственному деятелю, одному из авторов идеи образования автономной республики Платону Аюнскому. Цветы возлагают глава Республики Саха-Якутия Айсен Сергеевич Николаев, государственный советник Республики Саха-Якутия Андрей Савич Борисов, руководитель администрации главы Республики Саха-Якутия и правительства Республики Саха-Якутия Федор Михайлович Борисов, федеральный инспектор по Республике Саха-Якутия Александр Сергеевич Рикитников, начальник управления Госгвардии по Республике Саха-Якутия Сергей Геннадьевич Челишев. На сцену приглашаются глава Республики Саха-Якутия Айсен Сергеевич Николаев, государственный советник Республики Саха-Якутия Андрей Савич Борисов, председатель Якутской городской думы Альберт Никандрович Семенов. Слово предоставляется государственному советнику Республики Саха-Якутия, народному артисту Российской Федерации, лауреату Государственной премии СССР Российской Федерации и Республики Саха-Якутия Андрею Савичу Борисову. Традиционно в этот день на всех площадях и перед памятниками отцов-основателей Первой Республики собираемся мы, граждане, якутяне, руководство, и возлагаем цветы в память первых людей, которые создавали нашу республику. И мы знаем, что они не только строили настоящее, не только помнили о будущем, но еще и они мечтали о будущем. Не только помнили прошлое, но они еще мечтали о будущем. Вот эти мечтатели, вот эти каждодневном труде в самых сложных моментах становления Первой Республики Платон Аюнский, Максим Амосов, Исидор Барахов, Степан Ржаков и соратники, и народ, они создавали Первую Республику. Потом наступили другие времена. Михаил Николаев и его соратники создали и строили Вторую Республику. Республика, в котором был объявлен суверенитет, востребованный в те времена. Также мы, соратники, сподвижники Михаила Ефимовича Николаева, первого президента нашей республики, не только жили заботами этого дня, заботами настоящего, помня о прошлом, но мы также мечтали о том, что наступит будущее, наступает та заря, то будущее, которое пробуждаемся мы сами. Поэтому я, как один из подвижников Второй Республики, сегодня в преддверии хотел бы благословить от имени деятелей культуры, а возможно и от имени народа Саха Третьей Республики, новое руководство, которое открывает новые горизонты и смотрит будущее, занимаясь, работая в настоящем.
приходящим. Да здравствует наша республика! Уруй! Уруй! Да здравствует наша великая Россия! Ура! Слово предоставляется председателю Якутской городской думы Альберту Никандровичу Семенову. Властыбуллах Илдар Хаммад Асей Сергеевич күндүдоттор бир дойдулахтарым игитини барагатын бүгүнгү үрөлак күнүнөн эдетикисиндик исүрак биттен агдалбин көңүлләң. Уважаемые участники торжественной церемонии, позвольте мне от имени Якутской городской думы, от тебя лично, поздравить всех вас с этим замечательным праздником, с Днем Республики Саха-Якутия. 27 апреля в становлении республики является исторической датой. В 1922 году была создана Якутская Советская Социалистическая Автономная Республика. И ровно через 70 лет, в 1922 году, была принята Конституция нашей республики. Все это было сделано благодаря великим сынам Якутии, которые в свое время, не щадя себя, своих сил, энергии, трудились на благо нашей республики, на благо нашего будущего. Это такие выдающиеся руководители, как Платон Аюнский, Максим Амосов, Исидор Барахов, Степан Ржаков, Алексей Кулаковский и их соратники. Благодаря им мы сегодня живем в свободной республике, в великой нашей стране России. Поэтому я хочу вам сегодня пожелать, чтобы мы дальше плодотворно работали на благо нашего города, республики, страны. Город Якутск является сердцем республики. И благодаря работе всех ветвей власти во главе с главой республики Асеем Сергеевичем Николаевым вводятся новые социальные объекты, строятся дома, дороги, растет население нашей столицы. И сегодня, в этот солнечный, прекрасный день, я хочу вам пожелать мира, добра, счастья, улыбок. С праздником, друзья! Слово имеет глава Республики Саха-Якутия Асен Сергеевич Николаев. Күтіктабыллах Сахайрен кин коратын Олықтақтыр оны ылжыттыра Бұқа барығытын бүйіңі үйрілақ күйінен Республика өттірәлі күйінен ететік істеннеке ардалейбін көңілден. Дорогие друзья, сегодня замечательный день. Сегодня день рождения нашей республики. На самом деле символично, глубоко символично, что переплелись в истории две даты. 27 апреля 22 года, 27 апреля 92 года. Они неразрывно связаны между собой, неразрывно говорят об истории нашей республики. И сегодня, возлагая цветы к одному из величайших сынов нашего народа, памятнику Платона Исеевича Аюнского, мы, конечно, вместе с ним вспоминаем и всех тех, кто основал нашу республику. И Максим Кировича Амосова, памятник которого мы возложили уже сегодня с утра цветы в Хатырыке, и Сидора Никифоровича Барахова, и многих их сподвижников, которые положили свои жизни на алтарь нашей республики. Конечно же, мы благодарны и первому президенту нашей республики Михаилу Ефимовичу Николаеву, который в сложнейших условиях начала 90-х смог основать новые подходы государственной политики, государственному федерализму, и благодаря которому сегодня существует республика Саха-Якутия. Мы сегодня уверенно смотрим вперед, движемся вперед. Мы строим новые социальные объекты, мы строим крупнейшие промышленные объекты. Я уверен, вместе мы сделаем нашу Якутию в ближайшие 5 лет одним из лидеров экономического и социального роста во всей нашей России. У нас есть все для этого. У нас есть и природные ресурсы, у нас есть технологические ресурсы, и самое главное, есть вы,
те люди, которые живут в самых суровых условиях на нашей планете, хранят эту землю для нашей великой страны, для России. Я хочу сегодня здесь, на этой площади, объявить о том, что в рамках подготовки к столетию нашей республики мы сегодня даем старт вместе с флагманом нашей экономики компании «Алроса», на мой взгляд, замечательной акции к столетию республики. Начиная с сегодняшнего дня 100 крупнейшим алмазом, добытым акционерной компанией «Алроса», будут присвоены имена выдающихся якутян. И, дорогие друзья, я об этом еще скажу на торжественном собрании, но здесь я, пользуясь моментом, хочу сказать, что сегодня уже подписано решение руководства компании «Алроса», что первым в этом списке, и это тоже глубоко символично, что мы здесь находимся рядом с Саха-театром, имя первого человека из народа Саха, который стал драматургом, одним из основателей нашей якутской литературы. Присвоено сегодня имя крупнейшему за последние 2 года алмазу, добытому на руднике «Интернациональный», имя анимпадиста Сафронова Алампа. Дорогие друзья, я искренне уверен в том, что наша культура, которая, конечно же, несет с собой тысячелетнюю историю, будет и дальше развиваться. Глубоко также символично, что в преддверии Дня Республики 2-й год подряд фильм из Якутии занимает одно из главных мест на Московском международном кинофестивале. И это тоже достижение всей нашей Якутии. Уверен, все мы поздравляем наших кинематографистов с замечательной победой, замечательным достижением, призом зрительских симпатий фильму «Надо мной никогда не садится солнце». Я уверен, что и культура, и образование, и наука нашей Якутии, промышленность нашей Якутии будут развиваться, будет крепнуть наша республика. Все вместе пойдем вперед и добьемся успеха. Уруя и хал, Саха Республика ТР, Уруя и хал, Улу Россия! Сегодня еще один торжественный момент. На нашем мероприятии присутствуют юноши и девушки, которым пришло время получить паспорт гражданина Российской Федерации. Начинаем церемонию вручения паспортов гражданина Российской Федерации. Паспорт гражданина Российской Федерации вручается Васильевой Евгении Владимировне, обучающейся 7 класса средней общеобразовательной школы номер 5, хорошистки учебы активистки школы, двукратной чемпионки республики по художественной гимнастике, победителю всероссийских соревнований по художественной гимнастике. Паспорт гражданина Российской Федерации вручается Григорьевой Амине Игоревне, обучающейся 7 класса средней общеобразовательной школы номер 9, хорошистки учебы, активистки, победитель городской олимпиады по изобразительному искусству, призеру республиканских турниров по полевой стрельбе. Паспорт гражданина Российской Федерации вручается Ефимову Станиславу Дмитриевичу, обучающемуся 7 класса физико-технического лицея, хорошисту учебы, активисту школы, победителю регионального чемпионата профессионального мастерства WorldSkills в компетенции инженерный дизайн, победителю международного смарт-фестиваля шоу YouSelf. Паспорт гражданина Российской Федерации вручается Каниной Ксении Витальевне, обучающейся 7 класса средней общеобразовательной школы номер 20, хорошистки учебы, активистки школы, дипломант международного фестиваля художественного творчества «Открытая Европа, открытая планета». Паспорт гражданина Российской Федерации вручается Ноевой Виктории Дмитриевне, обучающейся 7 класса средней общеобразовательной школы номер 17. Отличница учебы, активистки, полуфиналистки Кембриджской олимпиады 2019 года. Паспорт гражданина Российской Федерации вручается Окуневу Евгению Ильичу, обучающемуся 7 класса средней общеобразовательной школы номер 26, хорошисту учебы, активисту школы, призеру городских соревнований по дзюдо, призеру городского конкурса театрального искусства. Поздравляем! Спасибо! На этом, дорогие друзья, торжественная церемония возложения цветов к памятнику Платону Алексеевичу Аюнскому во знаменование Дня Республики завершается. Поздравляем всех с праздником, желаем здоровья, счастья, плодотворной работы во благо нашей любимой республики.